Здравствуйте, уважаемые телезрители. Программа «Мордовский блок новостей Эхо Мордовии». Летние новости из жизни нашей республики прокомментирует сооснователь и заместитель председателя Мордовского регионального отделения партии «Яблоко», моей любимой партии, Владимир Евгеньевич Гридин. Спасибо. Владимир Евгеньевич, вот перед тем, как перейдем к нашей программе, и у нас Петр Николаевич Тултаев традиционный девиз «Пока мы будем безучастными, мало что изменится». Вот вы человек очень небезучастный, мягко говоря. Какие вам за прошедшее лето главные проблемы кажутся важными, которые вы хотели бы с зрителями поделиться? Ну, какие проблемы? Я хочу сказать, вот вообще наше региональное отделение уделяет в настоящее время таким проблемам. Во-первых, нас очень волнует вопрос, что посредством массовой информации по России уже говорят о том, что какие-то предложения по пенсионной реформе мужчинам до 70 лет. Вот. По центральным телевидениям уже готовят людей к тому, что женщина в 65 лет – это самая активная женщина, и для того, чтобы пенсионный возраст – это не для них, а надо работать, они активны. Это я беспокоит к тому, что в итоге в России ведет к тому, что у людей пенсии вообще не будет, потому что нет денег и так далее. Вот это, конечно, очень волнует в настоящий момент. Я смотрю, конечно, и люди начинают внимательно относиться к нашей партии, это заметно. Даже взять 1,5 года назад, вот на Республике Мордовия, когда мы говорили о многих таких серьезных вещах, какое-то безразличие. А на сегодняшний момент именно как-то очень внимательно стали относиться к нашей региональному отделению партии «Яблоко». Да и в России в целом, я смотрю, по выборам, чуть попозже хочу сказать. Поэтому это меня, конечно, очень волнует. Далее, в настоящий момент в Мордовии также обращаются к нам, инвалидам, а тема вот какая. В настоящее время Путин не так давно говорит, что у нас есть постоянно спокойный рост экономики. Также он заявляет о том, что все те обязательные программы, они будут финансированы и обеспечены люди, гарантии, те, которые им быть Гарантированно. гарантированы, да. Меня интересуют пенсионеры, которые обращаются ко мне. А смысл такой. У них есть гарантия, чтобы государство обеспечило обувью инвалидов и те вещи, которые надо заботиться об инвалидах. Я сейчас говорю в Республике Мордовия. В настоящий момент людям, инвалидам, просто говорят, что денег нет, и те вещи, которые гарантированы инвалидам, обувь и так далее, программа такова, что ничего им не выдается. Это уже... Я считаю, что, во-первых, вот мы думаем сейчас, во-первых, направить прокурору нашей республики. И задается тому. Президент говорит, деньги направляются. А на самом деле денег нет. Так пусть прокуратура в Республике Мордовия займется темой, кто разворовывает в Республике Мордовия деньги для инвалидов. Я думаю, прямо в ближайшее время мы направим от партии «Яблоко» нашему прокурору республики и разобрался бы с этой ситуацией. Ну что, хочу сказать, что вообще-то, конечно, мы видим, что положительных моментов-то
мы особо-то и не видим, мы все видим и в республике, и не только в нашей республике, да и в России все хуже и хуже. Наши люди живут хуже, не лучше. Поэтому и люди начинают понимать то, что мы высказывали в президентской кампании и на Госдуму, и не так давно в эту кампанию президента, как кандидата в президента Григория Алексеевича Явлинского, я как раз говорил об этих вещах. Вот сейчас начинают люди как раз все понимать, то, что происходит в нашей стране. Люди понимают, что то, что посредством массовой информации, ну, мягко говоря, говорят неправду. Неправду. И члены правительства также говорят неправду. Но последние выборы, которые 8 числа, мы видим, что действительно люди начали принимать участие, и единственная партия «Яблоко» в России, потому что, как Григорий Алексеевич Явлинский говорит, коммунисты, ЛДПР, СПС, это все единое, это единая Россия. Вот есть у нас в России единственная оппозиционная партия, это партия «Яблоко». И мы видим, и власть увидели, как наших людей просто убирали с кандидатов по тем или иным причинам. И обратите внимание, вот в Мосгордуму сейчас выборы. Вот 4 кандидата, и все стали депутатами Мосгордумы. А сколько людей у нас были сняты? А потому что испугались. И я убежден, все бы кандидаты от «Яблока», они бы все попали в Мосгордуму. Более того, даже в Питере Вишневский наш тоже убрали. Поэтому власть, я считаю, власть испугалась. На выборах губернатора Санкт-Петербурга. Конечно, конечно, да. Поэтому власть понимает, что это действительно вещь-то интересная. И как Григорий Алексеевич говорит, если действительно начнут нас поддерживать жители России, партии «Яблоко», то действительно нас могут просто сказать, что эту партию уничтожат. Ну вот такая ситуация, поэтому оптимизм, конечно, такой у нас есть, существует в том отношении, что действительно люди начинают думать, в чем проблема в нашей России. Это в том, что та власть, которая практически 20 лет президента Путина, просто надо другое направление. И политическое направление, которое Владимир Владимирович Путин в нашей России, мы считаем, это просто неспособны они ничего не сделать. И опять наши слова Григория Алексеевича Явлинского, любая власть должна что делать? Делать то, что когда она закончится, его власть, то свои плоды увидеть, что власть сделала для будущего нашей страны. Ну, естественно, и детей. А сейчас у нас очень печально будущего наших детей. При том, что происходит. Я считаю, просто у наших детей не будет будущего. Вот. Владимир Евгеньевич, а еще раз напомните нашим телезрителям, почему вы приняли такое в жизни решение быть политически принципиальным, потому что если бы у вас была задача достигать пика в карьере, вы бы давно были бы и вице-премьером 20 лет с вашей харизмой, и интеллектом, и решительностью. Почему вы выбрали для себя судьбу быть региональное отделение, возглавлять оппозиционной партии? Ну, я вам скажу, дело-то ведь не в том, что премьер или что. Я считаю так, надо быть просто человеком. И надо делать все то, чтобы в стране и в нашей республике
будем так говорить. Это будущее. Я люблю Россию, я люблю свою страну. Некоторые неправильно нас понимают, что мы что-то говорим, что-то неправильно о нашей стране. Мы любим свою страну. Вот поэтому мы и говорим правду. Чтобы для того, чтобы наша страна была комфортной для наших детей, чтобы образование, чтобы медицина, а все уничтожается. И мы это видим. Мы же это все видим. Поэтому я считаю, любой нормальный человек хочет, чтобы его дети жили лучше, чем его родители. А мы это пока ничего не видим хорошего для наших детей. Этим летом выявилась еще одна проблема в нашей республике. Это то, что у нас происходит онкологическая эпидемия. Если слово эпидемия смысл трансформировать. И такая выявилась статистика, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что по итогам прошлого года Россия на втором месте после Китая по числу смертей онкобольных. А Минздрав России летом сообщил, что Мордовия на втором месте в России после Курской области, тоже на общее количество жителей. И вот за прошлый год умерло 1380 человек от рака. Потом мы обсудим поподробнее каждую причину вот этой эпидемии. А как вам кажется, какие главные факторы влияют на то, что мы так высоко или так низко пали? Ну, первые, во-первых, что в республике Мордовия, руководство нашей республики, ну, постоянно врет. И не говорят правду, что происходит. У меня, ну, неофициально есть такие вещи, я с врачами разговаривал, заставляют, чтобы диагнозы были у людей после смерти совершенно другие, не онкологические заболевания. Поэтому все это связано. Вот то, что вранье, то, что говорят неправду, мы же все как раз... У нас вот почему-то вот... Но постоянно вот почему-то врут. Уж, ну, надоело это вранье. Более того, люди все поняли об этом. Что постоянно врут. Ну, посмотрите, по Украине с утра до вечера проблемы Украины. Ну, у нас своих в России, что нет проблем. А у нас Украина и американцы. И во всем виноваты американцы. Многие мне, кстати, говорят, да американцы виноваты. Я говорю, да, пенсионная реформа, это тоже американцы виноваты. Ну вот начинает, кажется, задумываться. Вот все-таки самое главное, я думаю, в России надо, чтобы люди все понимали. Мы не говорим, что надо какие-то революции. Надо вот выйти людям на площадь. Вот власть бы задумалась. И мы это видим. И в Москве перед выборами, когда люди стали выходить, даже несанкционированные митинги, а люди, москвичи, стали выходить. И что власть делает? Бить начинает. Но это власть, я думаю, до хорошего не доведет. Не доведет людей бить. Даже вот здесь была, значит, то, что, возможно, якобы в Москву придут казаки, как раз наводить порядок. Но, мне кажется, нельзя власть остановить. Не надо людей бить. Не надо, ни в коем случае. А поэтому и москвичи, все, действительно люди задумались, да что же это такое в стране. А вот у нас весной около предприятия Тепличное в пруду умерла рыба тоже от пестицидов предприятия, а летом от прорыва канализационного коллектора Сарансгорводоканала в Саранке вся рыба умерла. Вот это качество водных объектов у нас в Мордовии тоже, как вам кажется, влияет на высокий уровень онкозаболеваемости? Ну ведь, во-первых, в России везде коррупция. Никто не занимается этими вещами. Вы обратите внимание, вот даже вот та ситуация, что по Мордовии, сейчас вся Мордовия знала не так давно, якобы прокурорская проверка и по поводу бывшего, значит, главы республики Николая Ивановича Меркушкина.
Ну, во-первых, мы в свою бытность, когда действительно Николай Иванович был губернатором, я лично сам говорил о коррупции в нашей республике, именно главы республики Мордовия. И те миллиарды, я говорил, что разворованы. Поэтому, а почему он являлся главой республики и несет ответственность? Почему я публично это говорил? Потому что это на сайтах был тогда, значит, у нас Степашин, это контрольно-ревизионная комиссия, Счетная палата. счетной палаты. Там и что 2 миллиарда в Республике Мордовия разворован, небюджетные средства. Поэтому, а сейчас вот комиссия якобы была, большая комиссия, и все. Я прямо тогда сразу сказал, никто в стране, ни в Мордовии, никто порядок не наводит. Вы знаете, у меня ситуация такая. Вот приходит комиссия для того, чтобы на кого-то якобы страх нагнать, на того же бывшего губернатора Николая Ивановича Меркушкина, собрать материалы. Вот типа, знаете, но это такое мое субъективное убеждение, это типа такого. Парень, ну пора, нам что-то надо давать или кому-то. Вот такая ситуация. Было и в газетах все, и тишина. Более того, действительно сказали, будут уголовные дела, все. И тишина. Тишина. Уехала комиссия, и тихо, спокойно. А вот я вам даю новости, вы сразу суть проблемы. А вот еще проблема есть, что прокуратура выявляет нарушения в районных аптеках и больницах по качеству, по условиям хранения лекарств. Ну, вообще у меня вопрос о лекарствах в Мордовии. И, как вы считаете, не нужно ли нам разрешить в России те виды обезболивающих, которые запрещены в России, потому что ежедневно тысячи людей онкобольных кричат от боли дома, потому что запрещены качественные обезболивающие из-за закона о наркотиках, о контрафакте и так далее. Не нужно идти в том направлении, чтобы расширять список, чтобы люди перед смертью не кричали от боли, чтобы им было легче умирать. Иисус. Ну, я вам скажу, я убежден, вообще о людях в нашей стране никто не думает. А тем более в такой же одиозной республике Мордовия, там вообще никто ни о чем не думает. Вот насколько я знаю проблемы, те, которые людям полагаются бесплатные лекарства, обыкновенные, вообще нет ничего. Людям не дают ничего. И тоже говорят, нет денег. Я не знаю, значит, кто-то денег, может быть, в республике их, может, действительно на республику, но уж Путин-то говорит, что все деньги направляются, а на самом деле в республике нет. Вот я всегда, это все проблема, это коррупция, то, что происходит в наше время, мы об этом говорили, говорим. Поэтому те же самые выборы, которые у нас были, вы обратите внимание, у нас там были выборы в Мордовии. А вообще вы хоть мало кто видел, что в Мордовии или слышал какие-либо выборы. Потому что стараются так, что никто не знает никакие выборы. Хотя эти люди распределяют бюджеты, принимают решения, Конечно. как ресурсами Конечно. распоряжаться. Ну, мы-то знаем, допустим, что в Мордовии действительно самый большой внешний долг в России. А кто ответит? Никого. Ничего не надо. Только говорят, все хорошее, хорошее. Тот же и чемпионат мира по футболу, о чем мы говорили, что, ну вот, начали что-то, кто-то немножко, чтобы на стадион здесь кое-какие мероприятия с Россией. А так-то практически, ну, все хуже, хуже и хуже. Хорошего ничего нет. Вот если опять вернуться к сфере медицины, мне кажется, что граждане должны предлагать свои кандидаты на должности тех министров, которые им кажутся, ну, хуже, чем вот те, которые мы предлагаем. Вот мне кажется, что наилучшим министром здравоохранения в Мордовии
мог быть, потому что проблема такая по онкоэпидемии нестандартная. Второе место в России. Этот человек должен очень умный и нестандартно мыслящий, только способен эту проблему решить. Вот у меня такая кандидатура, это создатель самой многочисленной научной школы за всю историю Мордовии. У него около 200 докторов наук, кандидатов наук. То есть он организатор науки, он заведующий кафедрой, он председатель Республиканского общества хирургов Алексей Петрович Власов. Через десятилетия мы будем памятники ему ставить, учреждения называть его именем. Мне кажется, вот такой человек должен быть министром здравоохранения. Как вы вообще относитесь к тому, чтобы предлагать свои кандидатуры на занятие таких высоких должностей? Ну, вообще, любые такие должности, профессиональные люди должны быть, грамотные и, естественно, порядочные. Но нельзя одному министру решать эти вопросы. Та политика, которая Команда в нашей должна быть. республике, конечно, но не может человек в одного. Это пример привожу. В свое время Григорию Алексеевичу Явлинскому предлагали тоже серьезные посты. Но это может, тогда он четко и ясно сказал, только если конкретно с командой, со своей, посты председателя правительства, ну, минимум 6 человек, которые ведущие люди в стране, это будет набирать он. Это во-первых. А во-вторых, еще он не соглашался занимать должности, когда его просто для витрины выставляли. Ельцин ему предлагал быть вторым человеком в стране осенью 91 года и 90-го. Но он сказал, ну ты будешь делать, во-первых, обесценишь сбережения всех граждан Советского Союза, а во-вторых, как сказать, будет распад Советского Союза, то есть разрыв экономических, социальных связей, кризис экономики. И Явлинский сказал, нет, если нужно улучшать ситуацию, я соглашусь. И поэтому Агайдар сразу согласился, все это сделал. Извините, Да. именно тогда он и сказал, он готов, но будет проводить свою программу политическую, а не какую-то ту программу, которую ему скажут. Вторым человеком в стране. А потом говорят, ему предлагают все. Да нет, ну так же и здесь вот министра, что вы говорите. Поэтому надо, чтобы в стране позиция политическая в нашей стране в корне поменялась. О чем я говорил, должен быть у нас президент. Президент тот, который полностью поменять нашу политическую ситуацию. А та команда Владимира Путина на сегодняшний момент, она просто не способна сделать в России нормальной страной. Это мое объективное. Еще одним фактором увеличения онкобольных в Мордовии является то, что до сих пор в центрах Саранска, Рузаевки есть, как мне кажется, опасные производства, опасность которых, как сказать, ретушируется, маскируется, мне кажется. И вот они сейчас, вот этим летом опять сообщают о том, что они будут увеличивать объем производства, открывать новые цеха. И Лисма, и другие предприятия, как вам кажется, тоже повлиял на то, что мы на втором месте в России по онкобольным? Да у нас проблем очень много. Я вам скажу, в те времена Чернобыля, это когда, значит, сюда завозили почву на территорию Мордовии. Поэтому вот это ведь все как раз к раковым заболеваниям. Потому что, во-первых, никто не говорит, кто, что, и никто не заботится о наших людях. И говорят неправду, еще раз, просто я повторяюсь. Поэтому все это те причины, что вот вы сами знаете, произошло там недалеко от Питера, там и тоже... Под Северодвинском. Да. Крылатая ракета взорвалась. Совершенно верно. Буревестник. Вот. Ну, опять, не такая информация, и не слышно. Хотя это там радиоактивность до того там большая. В десятки раз там, да. Конечно, конечно. Вот это все и приводит. Все это приводит то, что людям не говорят правду. Ну вот мы в Мордовии увеличиваем количество рабочих мест, средний уровень зарплат растет, а какой ценой? Вот у нас в каком состоянии эти предприятия? Над Рузайским химическим заводом прошел смерч, но смерч у нас каждый год проходит в Мордовии. Так он сорвал крышу, разметал обшивки стен, затопил весь цех.
Лисма увеличивает объем производства. Это они, если они в таком состоянии, у них там безопасность, то разве стоит увеличение рабочих мест такой ценой ухудшения безопасности жителей городов Рузаевки и Саранска? Ну, вы извините, во-первых, я не знаю, откуда у вас данные, что у нас зарплата повышается. Ну, типа стараются. Нет, ну стараться-то... Для этого увеличивают объем производства. Насколько мы видим, мы не слышим, наоборот, заработная плата все ниже, меньше и безработных если, больше. Если инфляцию вычесть, да. тогда она не растет. А цены, вы посмотрите, что бензин, хлеб в этом году. Ну вот я всегда говорю, у нас все урожаи большие, все. А что толку? Люди что, лучше жить, что ли, стали? Люди только хуже и хуже. Действительно, хорошо приусадебный участок уже понимают, что за счет приусадебного участка как-то прокормить себя, семью. Вот. Вот если существует такая проблема, как недостаток врачей на пациента, хотя Мордовия в Приволжском федеральном округе на первом месте по обеспеченности врачами, то проблему эту могут решить тысячи новобранцев, которые ежегодно из Мордовии уходят учиться на летчиков, на танкистов, на артиллеристов. А мне кажется, главная проблема сейчас для мужчин Мордовии, молодых, это решение проблемы медицинской. Поэтому вот эти раз в полгода по 1000 человек уходят учиться в армию, а мне кажется, Минздрав должен на коленях стоять около военкоматов и уговаривать около 100% всех призывников, чтобы они шли в больницы, вот, в села, в города, и тогда у нас проблема медицины сразу решится в Мордовии. Как считаете? Да я вам скажу, я не считаю, это клоунада самая настоящая. Что самое интересное, вы посмотрите, в деревнях уничтожили школы, уничтожили какие-то, значит, медицинские эти обслуживания, фельдшерские, вообще. Получается, там на несколько деревень, значит, школы и так далее. И на несколько районов. И сейчас начинает говорить, открылась школа. Сначала уничтожают, а потом начинают какие-то басни рассказывать. Вы посмотрите, медицина, а кто? Зарплаты. О какой зарплате говорят, что в России у медиков зарплаты? Они от зари до зари работают и вообще практически не существует ни семьи, ни все. Вот что такое медицина. Образование, медицина, все уничтожено. И уничтожается, что самое интересное. И дальше. И мне кажется, еще в будущем Мордовия ожидает такая экологическая катастрофа, которая вызвана вот одним фактором. Оказывается, еще в 2001 году столица С опубликовала интервью и репортаж о том, что по данным военного архива в Мордовии под военным складом номер 62 находится арсенал, закопан, боевого химического оружия с фосгеном и ипритом. В 30-х годах склады снесли, а под землей до сих пор вот эти огромные смертоносное оружие закопаны. Две версии. Или в центре Саранска на военной базе, или это находится в центре Рамаданова, в станции Красный Узел, неподалеку от нынешней нефтебазы, за железнодорожным переездом. И если нефтебаза взорвется, или там мусорные полигоны горят около Рамаданова, или что-то потревожит и сдетонирует это оружие, то там тысячи рамадановцев умрут. Как вы относитесь к тому, чтобы удостовериться, до сих пор ли там находится это оружие, его выкопать, утилизировать, чтобы не произошло взрыва в будущем? Ну, во-первых, конечно, у меня данных-то нет. Я сам недавно узнал. Но я вам скажу. Я не удивлюсь, что это происходит. Но я вот хочу вам сказать. То, что я вижу, что происходит вот в городе Саранске. Вы обратите внимание. У нас все уничтожаются деревья. Сухие делаются деревья. Почему? Экология. Или почему? Это в городе Саранске. Это же не просто так. Засыхают наши деревья. За счет чего? Может, реагенты какие-то некачественные. Также по всей России, также и в Мордовии пчелы уничтожаются, потому что все дешевое,
и непонятно. Вообще вот это все, это наша программа, это наша политика. Вы посмотрите, говорят о пальмовом масле, что которое все больше и больше на территории нашей республики, да и в России. Но спрашивается, а чем же занимаются у нас власти, контролирующие, что такое пальмовое масло и куда его производство питания? Это здоровье наших детей, все. Никто об этом. Вот говорят, пальмовое масло все больше и больше. Ну все же, знаете, ну и никто и ничем не занимается. Но это опять наша, та политическая ситуация в нашей стране, это к беде, это проблема. И что самое главное, это же наши дети. Это наши дети. И будущее нашей страны. Еще раз всегда говорю, я люблю свою Россию, свою страну. Поэтому я вынужден, мы говорим о тех негодяев, которые разворовывают и уничтожают нашу страну, наших будущее, наших детей. И вот в последней новости мы традиционно берем пример для нашей республики из других стран. Вы и о взрыве крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой под Северодвинском говорили, и о Чернобыльском, вот этом влиянии негативном на наше население, сколько у нас тысяч людей в Мордовии, в частности, пострадало от осадков, пришедших оттуда. И вот мы берем пример по обнародованию, раскрытию общественно значимой информации. Этим летом норвежская экспедиция подплыла к затопленной атомной подводной лодке «Комсомолец» в Норвежском море и до сих пор обнаружила превышение уровня радиации в 100 тысяч раз. И по Чернобылю мы помним, что мировые СМИ и даже наша власть узнала об взрыве на атомной электростанции Чернобыля из средств массовой информации скандинавских стран, которые сразу всю информацию не скрывали от своего населения, публиковали. А наша власть неделями в Чернобыле, из-за Чернобыля скрывала, дезинформировала граждан Советского Союза, из чего многие из них пострадали. Как вам кажется, нужно ли властям Мордовии не относиться к жителям Мордовии как к неразумным детям и всю информацию, которая касается их, открывать, не скрывать, информировать через открытые средства массовой информации и не скрывать от СМИ эту информацию? Потому что власти Мордовии стараются угодить Кремлю. И больше никто ни о чем не думает. Ни прокуратура, когда я именно стал называть почтовиками, почему почтовиками, мы обращаемся к прокурору, а в итоге о тех проблемах той или иной деятельности в нашей республике и руководители, которые занимаются неправильными вещами, противозаконными, так от прокуратуры направляют именно этим руководителям, на которых мы пишем. Ну что это такое? Поэтому, естественно, в нашей стране, когда говорят, с чего начинать, самое главное, начинать надо, чтобы у нас работали законы, и законы были для всех едины. Это с чего надо начинать. Конечно, в один день это не сделаешь, но начинать именно с этого. Един закон для всех должен быть единым. Уважаемый телезритель, летние новости из жизни нашей республики прокомментировал сооснователь Мордовского регионального отделения Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Владимир Евгеньевич Кридин. Спасибо. Спасибо большое.